Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 5 апреля Turkmen News опубликовал в своем Телеграм-канале видео, на котором водители из-за рубежа сливают в Туркменистане на землю тонны дизельного топлива. Напомним, с начала апреля в стране действует ограничение в 300 литров на объем вывозимого в баках большегрузов топлива. Излишки водители должны оплачивать по 20 манатов за литр, что в 20 раз выше официальной стоимости. Казалось бы, и новая пошлина близка к цене на дизель в соседних странах, но тем не менее водители почему-то топливо сливали. Сейчас же выяснилось, что у иностранных дальнобойщиков требуют оплату в долларах и только по государственному курсу валют. Получается, что за каждый лишний литр солярки водителям нужно платить без малого $6. А как предполагалось, все должно было работать. Вывозные ограничения для дизеля действуют в Туркменистане всего несколько дней, но их последствия уже стали ощущаться, правда совсем не те, что планировались. Вместо защиты внутреннего рынка от топливного дефицита тонны дизельного топлива сливаются на землю и загрязняют природу. Кроме этого, в результате нововведения пострадали туркменские потребители. Грузоперевозчики взвинтили цены на логистику. С 1 апреля на туркменских контрольно-пропускных пунктах замеряют объем дизельного топлива в баках большегрузных машин, покидающих страну. Его должно оставаться не более 300 литров, а за каждый лишний нужно оплатить пошлину в 20 манатов или около $1 по рыночному курсу. При этом заправиться в стране можно за 1 манат или 5 центов за литр, в то время как в Казахстане примерно за 70 центов, в Узбекистане менее чем за $1. Как оказалось, оплатить денежный сбор в манатах могут лишь водители из числа граждан Туркменистана. Всех остальных заставляют оплачивать пошлину в долларах, которые далее банк конвертирует в манаты, 3,5 за $1 по официальному курсу. Получается, что литр дизеля для иностранцев выходит золотым $5,7. Это почти на $2 дороже, чем в Гонконге, стране с самым дорогим в мире топливом. Но никто такие огромные деньги платить не хочет. Вместо оплаты излишков дизеля водители его просто сливают прямо на землю. Опытные дальнобойщики, которые регулярно ездят в Туркменистан или пересекают его транзитом, знают, для расчетов внутри страны нужны манаты, и они заранее готовят их. Скажем так, они берут с собой $100, получают у частных менял 2000 манатов и существуют в той же экономике, что и вся страна. Но в случае пошлин чиновники, видимо, решили заодно поднакопить валюты. Первые потери очевидны. Добытое, переработанное и проданное топливо на границе массово сливают, и оно загрязняет почву. Но вместе с иностранцами топливо сливают и туркменские водители, по крайней мере те, кто ездит в Казахстан или через него. Там заправиться выходит дешевле, чем платить по $1 за каждый лишний литр в Туркменистане. А еще нововведение сделало сильно дороже логистику, что в свою очередь поднимает конечную цену товаров. Речь обо всех товарах, возимых, вывозимых, транзитных, ведь с дополнительными тратами сталкиваются все. Наблюдатели Turkmen News предупреждают, уже скоро могут поползти вверх цены внутри страны. Большинство импорта попадает в Туркменистан именно фурами, и для перевозчиков он уже стал дороже. Станут менее конкурентоспособными и туркменские товары за рубежом, их цена тоже поднимется. В обоих случаях заметнее всего подорожают скоропортящиеся продукты и лекарства, ведь фурам-рефрижераторам нужно особенно много топлива. Они на нем и едут, и охлаждают груз, но на контрольно-пропускных пунктах их считают как одну машину. Наконец, в долгосрочной перспективе Туркменистан может вообще выпасть из части логистических маршрутов, и это в то время, когда все в регионе за них активно конкурируют. Turkmen News изначально оценил ограничительную меру на вывоз дизеля как полезную. Она действительно может помочь ограничить теневой сектор в стране, предотвратить волны дефицитов на АЗС, перевести часть доходов из карманов коррупционеров в бюджет. Однако уже первые дни показали, что детали нужно продумывать намного тщательнее и ближе к реальности. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.